А зори здесь совсем не тихие. В республике проходит 8-й международный фестиваль народного танца «Зори Алании». В течение 3 дней ожидаются памятные вечера и выступления творческих коллективов. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Северной Осетии. Мероприятия приурочены к 80-летию юбилея заслуженного деятеля искусств России маэстро Хаджисмела Варзиева. На церемонии открытия под открытым небом был исполнен традиционный осетинский массовый танец «Шимт». В рамках концерта дружбы зритель увидит национальные коллективы из Армении, Азербайджана, Беларуси и, в общем, много-много-много. Валерий нам сегодня об этом скажет. Этим вечером в нашей студии организатор фестиваля «Зори Алании» Валерий Цали вместе с главой делегации Республики Армения Манвелом Рафаэляном и вот такими прекрасными, очаровательными девушками из Республики Таджикистан. Приветствую вас! Добрый день. Как доехали? Ехали долго, говорите, 15 часов в солнечную Осетию? Да. Не успели, наверное, еще ничего посмотреть, увидеть, только познакомились с организаторами. Как вам, Манвел? Что? Манвел это вот. Как вам, Манвел? Не успели, видимо, еще познакомиться. Валерий, какие мероприятия вообще у нас планируются в рамках этого фестиваля в этом году? У нас 8-й в этом году. И посвятили его великому, могу сказать, хореографу, балетмейстеру Хаджисмелу Петровичу Варзиеву. Он долгое время был директором Дома народного творчества. Это его детище, он его придумал и, можно сказать, дал дорогу. И эта дорога оказалась очень счастливой, что даже сегодня, пройдя уже 18 лет, этот фестиваль существует, и приезжают к нам очень много коллективов из разных стран. Поэтому сегодня было открытие у нас. Приехали наши друзья из Таджикистана, Армения, Азербайджан, Южная Осетия, Ростовская область. И, конечно, для нас, для всех это большой праздник, на самом деле. Такой масштабный фестиваль, да. прям реально международный. Да, потому что я хочу поблагодарить руководство нашей республики, потому что они дали возможность организовать этот фестиваль. Сегодня все связано с финансовой. И, к сожалению, да. И слава богу, что мы смогли этот фестиваль организовать. И я думаю, что самое главное, что те гости, которые к нам придут, они познакомятся с нашей культурой и, естественно, мы тоже познакомимся с тем, что они имеют на сегодняшний день. Манвел, вы в фестивале первый раз участвуете? Нет, я один из участников, который уже первый раз участвовал на этом фестивале. Этот уже 8-й раз я участвую на этом фестивале. Хотя я уже у вас не гость, уже как... Уже все знаете, осетинские пироги пробовали, да. Наверное, да? Ну, первый раз меня встретил Хаджисмел Петрович. Он как мне пошел на руку, как будто вот этот, что вот и до сих пор я никуда не могу отсюда идти. Сердце тянет, да, вас сюда, в Северную Осетию? Один из счастливых людей, которые знакомились этого человека, этого выдающего человека, действительно. Да. Легендарного человека. Все уважали этого человека. Ну, он первый организатор, который организовал вот этот «Зори Алании». Да. Тогда, кстати говоря, иначе, да, называлось? «Зори Владикавказа»? «Зори Владикавказа». Назывался еще тогда фестиваль. Да. Ну вот сегодня получается, как вам кажется, давайте немного пофилософствуем, сохранить те традиции, которые после себя оставил Хаджисмел Петрович. Ну, спасибо организаторов, особенно Валерию Зарубековичу, и до сих пор, что вот приглашает вот ансамбль нашу, не только наш, и всем приглашает. Смотри, кто как. Да. Конечно, сегодня было тоже так очень трогательно. Государственный ансамбль «Алан» открыл фестиваль «Шимдом», который в свое время ставил Хаджисмел Петрович. И было очень трогательно, когда ансамбль народного танца города Дигары «Кафт», с которым Хаджисмел ставил танец «Шой». И вот они ездили в свое время в Польшу, и они завоевали вот этот золотой топорик в свое время. И они сегодня приехали и тоже исполнили. С топориком? Топорик не привезли, но танец исполнили. И это, конечно, очень символично. И мы говорим то, что Хаджисмел посеял хорошего, все это, конечно, сегодня продолжается. Считается, что национальный танец в Осетии – это
ну, определенно, наверное, даже уже наша национальная визитная карточка. Но вместе с тем критики заявляют о том, что танец должен тоже развиваться, наш национальный. Вот вы согласны с той точкой зрения, что вот как-то мы немного остались где-то еще вот? Нет. В 90-е? Я вам расскажу. Лучше меня сейчас никто не знает коллектива. Вернее, наша организация этим занимается, что мы следим, что происходит в коллективах самодеятельных. В наших республиканских? В республиканских. Потому что, смотрите, государственный ансамбль один. Мы все знаем, все критикуют, все что-то хотят и так далее, и так далее. Но про самодеятельность... Все хотят смены поколений. Ну да. Зачастую. То есть советчиков очень много, да. Именно из тех, которые не профессионалы. Это мы понимаем. Но вот самодеятельным коллективом у нас каждый год смотры бывают. Каждые 3 года мы на подтверждение звания народные, образцов и так далее. Хочу вам сказать, что на сегодняшний день на Северном Кавказе сколько хореографических коллективов, сколько у нас, ни одного нет. У нас 230 и выше. А вот эти войнакские мотивы, которые у нас появляются опять-таки. Рассказываю, что было в свое время. Да? То есть увлеклись руководители хореографических коллективов тем, что легче? Кабардинские, то есть танцы народов Северного Кавказа, и не только народов Северного Кавказа. Мы их тогда предупредили. Ребята, не зрелищный, не динамичный. Остинский, он все же такой плавный, важдан, нет, как говорится. Нет. И когда мы им сказали, что, ребята, давайте так договоримся, 70% национальных остинских танцев, а 30%, пожалуйста. Иначе ни звания не защитите, ничего и так далее. Я вам хочу сказать, такие танцы появились, такие сюжетные танцы появились. И сегодня в любом коллективе, начиная уже сегодня, вот вы видели ансамбль Дома культуры селения Сунжа, танец с гармошками, там из этого октябрьского танец с кувшинами. Да, то есть, когда начали думать хореографы о том, что искать, просто не хотели думать. И сегодня я вам хочу сказать, что уровень самодеятельных коллективов, то, что сегодня происходит, это очень интересно. Манвел, вы как оцениваете вообще сам фестиваль, раз уж вы 8-й раз сюда приезжаете, да. Какие-то впечатления у вас каждый раз появляются? Ну, если удивляем, все еще удивляется? Я бы не пришел, во-первых. А во-вторых, действительно, знаешь, самое главное тут, что, например, в этом году мы уже познакомились с таджикским танцем. Познакомились, хотя бы мы давно уже знакомы ростовским. Ну, первый раз сюда приезжали, наверное, азербайджанцы. Да, первый раз в Азербайджане здесь. Ну, каждый год развивается, наверное, еще будет лучше. Девушки, Нилюфар, Жасмин. Как вы мне уже сами подсказали, Нилюфар тоже означает цветок. Это такое пристрастие у вас в Таджикистане к таким красивым цветочным именам. Да. Танец, который вы представляете, он какой? Что он в себя включает? Это наш национальный таджикский танец. Он включает в себя все регионы, все области нашей страны. На сцене в течение 19 минут танцует 16 человек. При этом солист, который посередине, меняется каждую минуту. Каждую минуту 2. И в конце мы заканчиваем бадахшанским танцем. Бадахшан известен своими горами, высокими горами. И инструмент у них есть, дойра называется. В конце все берут дойры и играют сами. Это какой-то духовой инструмент или что он из себя представляет? На скрипку похож, на гармонию? Он круглый. Барабан? Как барабан, да. Вот. И 16 человек вот это вот берут и играют под конец. И на этом танец заканчивается. Как интересно, но на этой интересном моменте мы пока перейдем на короткую рекламу на телеканале Осетия, а чуть позже что мы покажем? Танец на канале Осетия. Оставайтесь с нами. Мы в прямом эфире. Этим вечером мы обсуждаем 8-й международный фестиваль народного танца «Зори Алани» вместе с нашими гостями студии. Нилюфар, я уже запомнил, означает цветок. Много у вас таких цветков, как вы, в Республике Таджикистан? То есть часто вообще такие имена дают детям, девочкам в частности? Да, часто. А для вас, как жительницы Таджикистана, что является визитной карточкой республики? Ну, конечно же, танцы, потому что с детства люблю очень танцевать, люблю представлять свою национальность.
так как сегодня исполнила танец кулябский под исполнением певца нашего Зафара. И надеюсь, что очень понравилось. Девчат, не знаю, насколько это правда, но мне кажется, вы немного лукавите, потому что, как правило, детей-то отводят танцевать родители. Вы говорите, я с детства, вот вы сами прям пошли и сказали, мама, я хочу там танцевать. Да, естественно, так и есть. Жасмин, такая же ситуация была, или все же дома кто-то разглядел талант, умение? Да, бабушка разглядела. Ну, я дома танцевала всегда под любую музыку, под любой звук даже, который подходил для танца. И она меня отвела вот в наш театр, в студию Падида. А в рамках этого международного фестиваля народного танца вы ожидаете что-то получить для себя? Конечно. Например? Нам объявили то, что у нас будет мастер-класс между собой. Мы будем обмениваться нашими танцами, опытом, да. К нам уже приезжал мастер-класс из Азербайджана, из Армении, из других стран. Ну, еще чему-то новому научиться все равно хочется. Надо. Помимо тех мастер-классов, о которых говорит Жасмин, Валерий, что еще предполагается в рамках этого фестиваля? Концерты дружбы. Это очень важно и один из основных в программе. То есть завтра, начнем с того, что завтра у нас вечер памяти Хаджи Исмаила Петровича. А был снят фильм в этом году. Хороший фильм о Хаджи Исмаиле, документальный фильм. И мы один день посвящаем этому фильму. И там же будет выступление ансамбля «Алан», о чем я сегодня говорил. Это будут они уже в исполнении государственного ансамбля «Алан» будет вот танец «Шой». И хочу сказать, что ветераны «Алана», они завели желание, те ребята, которые танцевали при Хаджи Исмаиле, они хотят завтра выйти на сцену и исполнить танец. Это очень это поворот. Да, это будет очень трогательно. И я заранее хочу их поблагодарить, потому что это очень мужественный поступок. И это говорит о том, что если мы помним наших старших, значит, нас тоже кто-то будет помнить когда-то. И потом коллективы разъезжаются по районам. Концерты дружбы. В Аллагире будет, в Сындзыкаве, в Хумаллаге. И они будут давать концерты с теми коллективами, которые есть в районе. Это тоже очень приятно. Это что-то совместное будет? Какая-то коллаборация? Да. То есть астины будут учить таджикский танец? Нет, концерты будут. На зрители они будут выступать, потому что... Ой, девчата. То есть это хорошо. Ой, девчата. Потому что одно дело мы в городе для зрителя городского, но нам очень хочется, чтобы народные танцы знали и в районах нашей республики. Так что... Давайте вот так я вас спрошу, какие народные танцы других народов мира, может быть, Северного Кавказа вы знаете? Танго. Мой любимый, начнем с моего любимого. Давайте тогда. Испанский. Танго я тоже люблю. Танцуем китайский, индийский, казахский, киргизский, пакистанский. По сути, танцы народов, которые вокруг вас живут, вы знаете тоже хорошо, да? Да. В первую очередь, да. А астинские танцы, как к ним относитесь? Ну, они очень зажигательные. Да ладно? Да. Мне кажется, они как раз такие плавные, вот как я сказал, ездон кафт. Дигора Наулана, кстати, слышишь меня? Говорю и говорю. Но они же тоже разные, как и у нас, правильно? Да. Вот. Сегодня мы увидели разные варианты. Нилюфар, а вас что впечатляет? На что всегда приятно бывает посмотреть? Ну, конечно же, в первую очередь это танцы других районов, других национальностей. Как сегодня мы увидели, очень много разновидностей. У них плавность очень красивая. Это меня очень сильно удивило. Как интересно. Манвел, вы с собой тоже привезли, конечно же, коллектив. Какой танец будет исполнять ваш коллектив? На что они настроены? И хотя я не руководитель этого ансамбля, я руководитель группы. Ну, отлично знаю этого ансамбля. За этого в этом году я сам привез вот этот ансамбль сюда, фестиваль. Сами выбирали? Сам выбирал, да. Но этот армянский народный танец, девочки танцуют. Ну, посмотрим. Лучше посмотреть, один раз посмотреть, чем... А что он означает? То есть у каждого танца есть какой-то символизм, да, какая-то тайна.
Вот что армянские танцы вообще символизируют, да, вот со стороны глядя, чего-то мы не понимаем. Вы как можете о философии сказать? Допустим, наши танцы, этнографические там наши танцы. Смотри, посмотрю осетинские, допустим, грузинские, там чеченские, там, и даже сегодня азербайджанские. Ну, в одном стиле почти. Ну, разные языки, но стиль в одном. Но армянский это уже другой. У нас зов есть сердца, понимаете, Валерий, зов сердца. Да. Конечно. Ну, давайте тогда не будем долго говорить об этом. Лучше один раз увидеть, чем очень-очень много раз об этом говорить. Внимание, на нашей сцене сегодня находится делегация из Армении, которая выступает в рамках фестиваля народного танца «Зори Алании». Девушки, это было прекрасно. А теперь покажите, ладно, какие-то движения, да? Вот я видел, вот там что-то плавное. Из меня там... не получилось танцовщицы, но попробовать можно. И танцовщицы тоже не получилось. Покажите, вот, что символизирует вообще вот эта плавность рук?
Это танец, наш народный танец. Здесь показан, как армянские девушки вообще танцуют, наша нежность, как так сказать, красота. Столько, наверное. Кстати, девочки, Урузмак, перебью. Конечно, это Да, не это мое не впервой, дело. это не впервой. Дегор, он надо... Девочки, смотрите, вы наверняка видели наши танцы эстинские, да? Ну да. Вот что в наших танцах вам нравится? Какие наши танцы вы выделяете? Может быть, танец один? Ну, каждый танец, когда мы посмотрим, мы возьмем что-то, и нам, конечно, интересно видеть разницу нашим танцам и вашим танцам. Ваши танцы тоже нам очень нравятся. Как Спасибо приятно большое. вообще это все слышать. Да. Наши танцы нравятся. Вот, Валерий, спасибо вам огромное за вот этот фестиваль. Вам огромное спасибо, девчата. Ну что, на этом, к сожалению, время нашего эфира тоже подходит к концу. Какой это был вечер вообще, Лана? Чудесный, наполненный самыми разными интересными гостями. Сказка. Урузмак, мазар дадар, тонди горона, усорзана, фалмин на бантасте. Мазар дадар занан. Ладно, все самое важное, как мне кажется, еще впереди, поэтому не переживай. На эфир Каром Мархартей, Арфаим Канон Ураста Кирар Вистайта Махатса. Идар Тарба что? Идар Тарба... И нахатка твои очень надо. В следующий раз мы обязательно увидимся ровно через неделю в это же время на телеканале Осетия. Смотрите нас. Забахни нота на Иннафем Балтма. Всего доброго.